Добрый день, дорогие телезрители. Программа «Актуальное интервью». И мы рады приветствовать в нашей студии нашего замечательного гостя. Это Юлия Клейман, театровед, театральный критик из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. У нас в здании Сахатеатра в эти дни проходят, как назвать, курсы повышения квалификации для молодых театральных режиссеров. Это правильно, да? Вот давайте мы немножко сегодня поговорим об этом мероприятии. Да? Для начала вопрос такой. Юлия, молодой режиссер театральный, да, 20-х годов уже второго тысячелетия, третьего тысячелетия, чем он отличается от молодого того же режиссера, который в 70-е годы прошлого столетия пришел в театр? Давайте вот попробуем такой срезик сделать. Вы же, наверное, Смотря от анализировали. какого, потому что какой-нибудь Питер Брук, который пришел молодым режиссером в 1947 году, и сегодня как молодой, потому что он продолжает что-то исследовать. Мне кажется, что молодого от старого отличает не возраст и не эпоха, а просто мироощущение, желание искать, пробовать, рисковать, идти на риск. И бывают молодые режиссеры, выпускники или даже студенты, которые ставят спектакль, как будто, знаете, им 70. Правда, вот так безопасно, как-то не исследуя глубоко то, что они делают. А есть режиссер, не знаю, Кристиан Люпа какой-нибудь, сколько ему лет, 60, 70, но он идет на риск, он заставляет актеров что-то делать такое, что дает нам совершенно новый опыт. Поэтому, мне кажется, эта разница не возрастная, а какая-то такая психологическая, что ли. Единственное, что сегодня режиссеры, они, наверное, чуть больше оснащены технически, да, они понимают, как работает интернет, Экраны какие-нибудь. Да, они умеют монтировать, они умеют работать со звуком, или они знают, кого нужно позвать, они понимают, что есть цифровой театр, да, в эпоху пандемии он мощно о себе заявил. Но главное, мне кажется, это просто умение идти до конца в том пути, который ты выбрала. Театр может быть очень разным. Вот пандемийный год, он много плюсов и минусов, да, выявил. Во-первых, он каких-то джинов выпустил, которые удаленная работа, к примеру. Да? Да. А театр без зрителя, он вообще возможен? Думаю, что без зрителя он невозможен. Но вы говорите цифровой? Но появилось много цифровых проектов, которые работали со зрителем. Например, когда тебе звонит актер и с тобой разговаривает, и это спектакль. Он взаимодействует с тобой, это невозможно записать. Или через какие-то другие средства связи, там WhatsApp, мессенджер. Появилось много проектов, ориентированных на одного зрителя, на индивидуальный какой-то сценарий, там через Telegram, еще через что-то. Это очень интересная область. Или спектакли, которые проходят в Zoom, там, не знаю, 20, например, зрителей, но потом есть какая-то дискуссия с перформерами или есть возможность выбрать что-то. То есть здесь тоже есть зритель, и он тоже участвует, и тоже все происходит вот здесь и сейчас, просто это другая форма. И даже сегодня мы говорим, что цифровой театр — это такой новый сайт-специфический театр, то есть такой тип театра, который невозможно представить нигде, кроме как вот в этом цифровом пространстве. Но тоже есть это взаимодействие, этот опыт для зрителя. То есть вот эти вот реалии современности, конкретно 21 года, которые с учетом прошедшего 20-го, оно не накладывает особых таких рамок. Театр, он был, есть и остается театром. Конечно, потому что, с одной стороны, продолжается тот театр, который был, с актерами, со сценой, со зрителями. Он никуда не делся, и во время пандемии тоже мы смотрели эти трансляции и записи спектаклей. Но, с другой стороны, вот мощно заявил о себе такой театр, который работает именно с технологиями и часто делает спектакли для одного зрителя, чего раньше, в таких масштабах точно не было. А оснащение технологиями, вот вы упомянули, что у современного режиссера, который ищет свое, ищет себя, у него в арсенале достаточно большое количество современных технологий. Да? Но мы все прекрасно помним, что классический театр, да, с античных времен, он основывается на минимуме определенных каких-то вещей, да, которые общечеловеческие, такой гуманитарный характер имеют. Да? Это не губит ли восприятие театрального искусства как таковое? То есть вот эти огромное количество экранов, такой объемный звук и все прочее и так далее.
Ну, у меня как раз одна из лекций будет называться «Театр и технологии». Там я показываю, что театр всегда работает с технологиями. И в античном театре тоже были свои технологии, были свои машины, подъемные машины. Эпоха Возрождения — это вообще просто взрыв технологий, чего там только не происходит. Поэтому театр все время работает, на самом деле, с источниками освещения, с тех пор, как он оказался в сцене коробки, с источниками звука экспериментируют. Так было там и в эпоху Шекспира, и там тоже были свои технологии. Средневековые мистерии — это тоже очень много технологий, когда актера подменяют манекеном для того, чтобы он там рассыпался на составные части, и зрители не поняли, как это сделано, или там подставные животы, которые, да, там прокалывают, и оттуда выливается бычья кровь. Это тоже все технологии. Понятно, что технологии — это не панацея, и сегодня театр, мне кажется, интересен тем, что он может обходиться и без технологий. Никто не отменяет типа спектакля, да? конечно, где работает актер, да, играет персонажа, и есть такие спектакли, которые принципиально от каких-то современных девайсов отказываются. А может быть спектакль, где, наоборот, очень сложная система какой-то компьютерной графики, и это придумано, и записанный голос актера, там, и лицо актера с скрытой маской, например. Вот спектакли Сюзанны Кеннеди очень технологически сложные. Ну, то есть может быть и один путь, и другой, и миллион каких-то промежуточных путей. Я никогда не скажу, что если актер там... Это черное, а это белое. Да, конечно, что если режиссер там владеет технологией VR, то ему не надо уметь работать с актерами. Просто понятно, что сегодняшний молодой режиссер, он генетически уже впитывает это знание технологий, потому что представить человека, который не пользуется гаджетами, соцсетями, там, электронной почтой, Абсолютно. просто почти невозможно, потому что это вошло в нашу жизнь. Ну, мы пользуемся банковскими карточками, приложениями. Сложно себе представить человека. Наверное, это может быть даже интересно, такого как отшельника, который, ну, совсем вне этого. Ну, тогда он какой-то будет другой владеть особой технологией другого типа. Якутский театр, он всегда был передовым, да, в стране, в мире даже, да. Вы, наверное, делали какой-то срез современного якутского театра. Ну, ваше теоретическое или восприятие через спектакли и другие постановки, оно отличается немножко от того, что вы увидели здесь вживую? Я пока ничего не увидела, потому что мы только прилетела, и сегодня, и завтра посмотрю. Я, к сожалению, вживую тоже не очень много видела театр. Нам привозили на Арлекин кое-что очень любопытное. Вот спектакль, который работал с этой идеей трех миров, это я помню, с варганом, с какими-то национальными кодами. Я помню, на видео я смотрела спектакль Тутаева «Кровавая свадьба», и я очень хорошо запомнила эту мизансцену, когда занавес только поднимается, и ты видишь какие-то вот обнаженные ноги, которые вот так раскачиваются. То есть какое-то совершенно другое восприятие вообще сюжета и пространства. И видела спектакль Потапова «Мой друг Гамлет», ну, тоже, к сожалению, на видео. Я вот впервые прилетела в Якутию, а, к сожалению, мне очень жаль, что в последнее время не очень много нам привозят в Петербург. Одно время, мне кажется, привозили больше театров из Якутии. Больше взаимодействия с театрами всей страны, я так полагаю. Звучит как призыв, да? Конечно. На самом деле это проблема, что мы мало знаем театр в нашей стране, правда. Не так много привозят. А какие методики вы хотели бы применить вот в работе с местными театральными режиссерами, с молодыми? Меня попросили прочитать лекции, и я читаю 3 лекции. Сегодня я прочитала лекцию про американский авангард, и завтра первая лекция будет называться «Нет, это театр», про разные современные стратегии и те, которые, возможно, располагаются в каком-то пограничии между театром и не театром, другими практиками. И третья лекция будет как раз «Театр и технологии», вот это о том, о чем вы спрашивали. Нет, на самом деле, если театральное искусство — это, скажем так, такое комплексное восприятие того, что происходит на сцене, да, и аудио, визуальное какое-то сопровождение, игра актеров, убедительность их, да. На самом деле ничего плохого в технологиях, я соглашусь с вами, нет. Вот мы буквально на прошлой неделе видели технологии видеомаппинга, да, которые преобразили здание современного
спортивного комплекса. Впервые в Якутии привозили такие технологии, показали. И я думаю, что вот в моей сфере, вот я говорил, развлекательной немножко сфере работаю, да, применение этих технологий, наверное, скоро станет каким-то required, требуемым. Да? Поэтому прогресс, мы же все-таки в 21 веке, и я более чем соглашусь, что технологии, они должны работать на комплексном восприятии всей постановки. И что бы вы хотели пожелать вот начинающим якутским режиссерам, работающим на сцене театров? У нас очень много театров, на самом деле. Читать и смотреть. Просто и якутским, и петербургским, и каким угодно. Побольше читать и побольше смотреть, потому что сегодня уже нельзя сказать, что мы чего-то не можем увидеть, потому что в сети доступно очень много записей спектаклей, исторических и современных, и особенно во время пандемии очень много оказалось выложено. И я думаю, что режиссер прежде всего не должен находиться, как это часто бывает, знаете, под стеклянным куполом, вот в безопасности, изучить только то, что знали мастера, потому что если режиссер выпускается таким же, как его мастер, то зачем? Поэтому мне кажется, что важно быть в поиске, важно не останавливаться, и если ты выбираешь какой-то материал или какой-то тип работы, идти в нем максимально до предела. И сегодня действительно, мне кажется, возможностей гораздо больше, потому что вот я преподаю в театральном вузе, курсы зарубежной литературы, зарубежного театра, и я вижу, какими разными выпускаются ребята, какой разный материал они берут. Кто-то работает исключительно с современной драматургией, кто-то начинает заниматься кино, кто-то выбрал для себя еще во время учебы работу с социальным театром, там, с детьми из детских домов, например, да, и вот можно заниматься этим и делать какие-то очень интересные вещи. Кто-то занимается документальным театром, там, ездит, собирает материал. Ну, то есть кто-то, наоборот, вот, да, технологиями интересуется, и тут тоже можно там аудио, видео. То есть очень много разного, правда, но для того, чтобы понять, что эти возможности есть, их нужно изучить. В театральных вузах не всегда об этом успевают рассказать, потому что часто преподают, ну, да, там, доходя до 60-х годов 20 века, но сегодня уже режиссеры сами могут найти, посмотреть и узнать, что происходит и в мире, и в России, да, и прочитать, и как-то, в общем, выработать свой. Давайте мы вместе начинающим театральным режиссерам пожелаем успехов их в поиске себя, их в поиске своего зрителя, своего голоса, своего театра, да, своего голоса. Спасибо, это была программа «Актуальное интервью». Увидимся.